Селям алейкум, сайгла телесерджилер. Я снова рада нашей встрече на любимой кухне Софрага Буйрнус. Современная кулинария старается удивить и порадовать каждого из нас. А если вы хотите приготовить вкусное быстрое блюдо, сегодняшний рецепт именно для вас – мясные рулеты. Об этом мне поможет наш сегодняшний гость, и мне уже не терпится ее представить. Дублер фильмов и мультфильмов, визажист, харизматичная Эльзара Муминова. Кисти, тени, помады, румяна, талант и хорошее настроение – все это неотъемлемые составляющие работы нашей героини. Владея навыками профессионального макияжа, Эльзара Муминова тонко и со вкусом может подчеркнуть естественную красоту любой девушки. По нежным и легким образом можно точно угадать мейкап-почерк Эльзары Ханам. Клиентки визажиста восхищаются не только искусством макияжа, но и ее эмоциональным звонким голосом. Благодаря актерскому таланту она сумела вжиться в роли различных персонажей. Ай, Буменка! Дублирование известных мультгероев на крымско-татарском языке уже долгое время радует слушателей. А сегодня Эльзара Муминова поделится любимым рецептом мясных рулетов в программе «Софрага Буйрнус». Селям алейкум, Эльзара, рада видеть тебя у нас в гостях на гостеприимной кухне. Алейкум селям. Очень рада, и мне очень приятно за приглашение. Огромное салонс. Эльзара, с чего началось твое утро? Утро началось не с кофе, с воды. После уже воды, кофе. Слышала такую информацию, что перед тем, как выпить кофе, необходимо выпить для начала стакан воды. Это полезно и не так навредит нашему здоровью. Эльзара, мне уже не терпится узнать, что мы сегодня продемонстрируем нашим телезрителям. Сегодня мы приготовим очень быстрые и очень сытные, вкусные рулеты. Рулеты у нас будут мясные и с брынзой. Но я знаю, что блюдо будет не одно. Ты приготовила нам еще один салатик. Расскажи о нем. У нас будет салатик летний, обычный, всеми любимый. Это огурцы, помидоры и, конечно же, ялтинский лук, который мы заправим все маслом. Хорошо. А расскажи, какие ингредиенты нам необходимы для приготовления рулета? Для рулета нам потребуется яйцо куриное, мука, обязательные приправы соль, перец, фарш говяжий. Можно, в принципе, любой, кто какой любит. То есть из мяса. Обязательно это лук. Для мясного рулета этой начинки нам будет достаточно. У нас будет еще начинка брынза. Обязательно туда будет зелень и помидоры. То есть это больше такой рулет как бы для девочек. Так, с чего начинаем? Для начала замесим тесто. Для этого нам потребуется сосуд. Такой удобный. Мука. Яйцо. Первое это яйцо. Угу. Что добавляем затем? Добавляем соль. Желательно, конечно, но я люблю перемешивать. Вообще, в принципе, можно сразу эти все ингредиенты вместе с водой, то есть, да, добавить. Но я люблю больше так, больше уделить времени подборке для теста. Здорово. Эльзара, ну пока ты занимаешься этим процессом, я бы хотела у тебя поинтересоваться, где проходило твое детство, какие воспоминания. Расскажи, все интересно. Детство у меня было очень веселое. Рассказывая про мое детство, нельзя подумать, что росла девочка. Росла такая боевая девочка-мальчик, которая любила заниматься спортом, заниматься всем чем угодно, только не играть в куклы, то есть лазить по деревьям. Я тоже Мне любила. кажется, что если сейчас можно было бы это повторить, я бы сейчас залезла бы на дерево. Слушай, ну дерево, высота, были ли травмы? Были травмы. Ну, первая большая травма, конечно, у меня была в школе еще. Все, наверное, знают такую игру, перестрелка была. Мячом бросали и сбивали. Да? Ну вот, когда второй раз попали в меня мячом, я упала, это был мой первый перелом. Я была, видимо, очень маленькая, и мяча было достаточно. Я кладу муку. Эльзара, сколько необходимо муки? Честно, я кладу все на глаз. Я только потом по тесту понимаю, сколько муки для него достаточно. Конечно, я помешиваю до первой плотности все это ложкой. Ну, так удобнее. Расскажи, а где ты родилась? Родилась я в городе Нижнегорск. Мы жили там не очень долго, и было мне буквально 3 годика. Мы переехали в Симферополь. Здесь и проходило твое детство. Здесь и проходило все мое детство, да. Как бы я не хотела бы переехать и уехать в какой-нибудь другой город, замуж я вышла тоже в Симферополь, совсем недалеко от дома. Все-таки суждено жить в городе. Да. Эльзара, расскажи, кто ты по образованию?
По образованию, ну, высшее образование у меня режиссура эстрады и массовые праздники. То есть я, в принципе, могу преподавать как там определенные, да, направления. Танцы, что-то с театрализованными сценариями связано. То есть могу заниматься с детками, обучать их там стишочкам различным. Вот. Когда-то у меня была такая возможность, конечно, поработать, но я как-то сильно ей не воспользовалась, потому что, видимо, после того, как я закончила университет, нужно было сразу этим заниматься и развивать себя в этом направлении. Почему именно это направление? Почему не медицина, я не знаю? Почему именно режиссура? Потому что я всегда любила что-то организовывать. Где-то в школе я всегда выступала, собирала ребят для каких-то команд, для участия в каких-то конкурсах, там, межшкольных. Настоящий организатор. То есть, да, и мне казалось, вот, что вот организатор – это мое призвание, и вообще возможно, что именно вот университет культуры и искусств – это будет самое лучшее для меня. Где ты можешь себя проявить, показать. Да, продемонстрировать умения свои какие-то, ну, потому что я в этом как бы росла, мне именно это и было интересно. Так, Эльзара, расскажи, что сейчас здесь у нас происходит? Вот сейчас у нас, в принципе, уже определенная плотность есть. Конечно же, если так, честно говоря, я это делаю все руками. Ну, это легче. Мы сейчас замесим это тесто до плотности. Львиное тесто мы уже домесили. Теперь нам нужно это все разделить по примерно одинаковым стандартным кружочкам. Такие малюсенькие, аккуратненькие. Аккуратненькие, то есть чтобы нам было удобно это есть, чтобы теста было немного. Вернемся к профессии. Да. Насколько я знаю, по профессии ты не работаешь. Нет, не работаю. Почему? Не работаю не потому, что мне это не нравится, а потому что вообще рекомендую всем, и мне кажется, что правильнее всего в тот момент, когда мы заканчиваем университет, либо какое-нибудь любое там, заведение, да, где мы получаем образование, желательно сразу, либо еще во время учебы параллельно начинать работать по своей профессии. А когда ты уже закончил университет, научился работать где-то, зарабатывать параллельно, и вот когда я столкнулась уже с тем, что я, в принципе, могу зарабатывать, но зарплата, допустим, занимаясь с детками, она не приносит, естественно, такого дохода. Естественно, первое время я пыталась это все совмещать. Я совмещала это все с детской игровой комнатой. И, конечно, это было немного неудобно. Это занимало очень много времени, когда 2 часа у тебя уходит только на дорогу. Это невозможно просто все это практически успеть сделать. Как интересно все получается, да? Мы готовим такие... Делается в виде улитки. Эльзара, я бы хотела тебе помочь и как раз-таки Можно? научиться, как это все Можно. делается. Мы обмакиваем с обеих сторон хорошо мукой, с обеих сторон закручиваем в такие змейки. Закручиваем на пальчик, подкладываем под низ и оп. Ну что ты скажешь, у меня получилось? Очень хорошо получилось, можно так еще чуть-чуть придавить и вообще будет прекрасно. Думаю, если дорогие телезрители повторят, тоже у них с первого раза все Получится. так же получится, Конечно. как и у меня. Эльзара, ну в эфире телеканала «Милет» при просмотре фильмов и мультфильмов часто можно встретить и услышать твой голос. Да, можно. Я очень люблю эту свою занятость. Это как бы мое хобби. Когда я провожу время именно на записи мультфильмов или фильмов, это доставляет мне огромное удовольствие и радость. Особенно, когда эти мультфильмы пересматривают мои племянники уже и кричат: «Это моя Алашка, это моя Тизешка, Тизе, мы смотрели». Да, это очень приятно. Приятно, да. Очень, да, здорово. Эльзара, что мы делаем дальше? Сейчас мы это уберем в холодильник. Оно не будет так долго находиться в холодильнике, но тем не менее. Так, те, которые побольше, у нас будут с мясом. А те, которые поменьше? Те, которые поменьше, для девочек. Ну, С брынзой. интересно. Накрываем пищевой пленкой. Эльвина, я это доверяю тебе. Это нужно убрать в холодильник. Оно в холодильнике простоит до тех пор, пока мы подготовим начинку для наших рулетов. Чохсал. Эльзара, пока наше тесто в холодильнике, чем мы займемся этим временем? Мы подготовим начинки для наших рулетов. Что для этого необходимо? Для этого нам необходима ваша помощь. Я даже знаю, вооружимся дощечкой. Да, нам нужны дощечки. Пожалуйста. Вам потребуется зелень и помидор. А я займусь луком. Замечательно. Возьму для этого. Всегда рада помочь. Так. То есть лук мы натираем через терку, да? Лук натираем через терку. В принципе, мы можем нарезать это и очень мелко. В лучшем случае, конечно, я люблю использовать терку. Беру помидор. Каким образом я его нарезаю? Можно разделить напополам. Так. Очистить наши. Сердцевину. Да.
Еще разделим помидор напополам, разворачиваем и уже нарезаем такими не сильно толстыми ломтиками. Отлично, кажется. А я пока займусь. Мне получается. Хорошо. Так, пока я нарезаю помидоры, дорогие телезрители, Эльзара натирает усердно лук. Лук у нас готов. Мы подготовили лук, подготовили помидоры для рулетов, для начинки. Теперь я перехожу к фаршу, но нам еще нужно нарезать зелень. Поможет? Зеленью займусь я. Эльзара, ну вернемся к дублированию персонажей. Мгм. Каким образом вообще происходило знакомство с данным направлением? Я давно мечтала озвучивать мультфильмы, и первый мультфильм был это мой один из самых любимых. Угу. Может, вы догадаетесь, кто это? Не могла бы ты озвучить данного персонажа? Я бы отгадала, думаю. Сейчас мы нарезаем зелень, можно немножко мельче, а я дальше продолжу мешать и подготавливаю для нас фарш. Здорово. Как вы думаете, откуда это было? Даже не знаю, ну вот что-то знакомое. Ну, это что-то для Это деток. случайно не из фиксиков? Правильно, из фиксиков. Это, скорее всего, Нолик, да? Ну да, Я он отгадала? самый маленький, Класс. самый забавный. Эльзара, ну тебе очень круто вообще получается, и я удивлена. Да, это появилось в такой момент, когда я сама этого не ожидала. И первые, конечно, фразы, это было 2 слова и смех на весь университет. Я представляю. И да, это было так. Расскажи стишок, это было 2 слова, ха-ха-ха, 4 минуты, еще 2 слова. Это было очень сложно, потому что мне было это очень смешно. Эльзара, ну помнишь ли ты первую роль, которую ты озвучивала? Какая это роль была? Расскажи. Это и были фиксики. С какими трудностями ты сталкивалась? Все-таки первый раз озвучиваешь персонажа, это достаточно такая ответственная работа. Большая трудность состояла в том, что нужно было читать и озвучивать на крымско-татарском языке. Многие из нас, в принципе, владеют крымско-татарским языком, могут отвечать на вопросы, говорить на нем, но читать очень сложно. Иногда для того, чтобы записать мультфильм, состоящий из 2 минут, мы могли читать полчаса. Да, девочка меня, Хатидже зовут ее, она с очень большим терпением вкладывала в меня знания крымско-татарского, и так мне давались эти мультфильмы. Ну, Аллахашкур сейчас, конечно, на протяжении года было проделано много работы, было записано немаленькое количество фильмов и мультфильмов, и, конечно же, получилось подтянуть крымско-татарский язык свой, иногда даже разрешают читать с листочка сразу для записи. Зелень я уже нарезала, что мы делаем дальше? Теперь мы можем половину этой зелени добавить к нам в фарш. Давай, сделаем это. Один. Мгм. Начинку с фаршем, когда я ее подготавливаю, я добавляю туда немного воды, для того, чтобы это было сочно, не сухо и приятно на вкус. Поэтому можем добавить немножко водички. Добавляем воды для сочности. Сейчас мы будем подготавливать начинку для рулета с брынзой. Нам, в принципе, понадобится половинка этого кусочка. Именно вилкой нам будет удобно раздробить немножко нашу брынзу. Интересно. Добавляются ли специи? Вы знаете, в вот данном все масле? специи все всегда добавляют уже по своему вкусу. Мгм. Я, честно, дома использую только соль и только перец. Сейчас мы в эту же начинку добавляем вот эту зелень. Так, аккуратно Да, можно. пересыпаем. Так, начинки у нас готовы. Сейчас мы уже перейдем к изготовлению непосредственно наших рулетов. Нам нужно достать наше тесто. Прошу, Эльзара. Мы освобождаем от пищевой пленки. Сначала мы, наверное, сделаем рулеты с мясом. Давай У нас попробуем. очень хорошее тесто. Мука нам нужна всегда, для того, чтобы у нас оно раскатывалось хорошо. Нам не нужны сильно большие круги. Мгм. Эльзара, личность твоя всесторонне развита, но меня интересует один вопрос. Какими были первые шаги в индустрии красоты? Первые шаги – это была всеми любимая и моя, конечно же, любимая школа макияжа. Я не думала, что я буду работать именно в этой сфере. Интересно. То есть я не знала вообще, получится ли это у меня. Ну вот как-то так получилось у меня, что я смогла прочувствовать эту профессию как бы изнутри, и это меня и повлекло именно на работу. Конечно же, не так просто сразу начать работать в этой сфере, потому что эта профессия требует вклада в себя. Любая профессия Согласна требует с тобой. вклада. То есть и твое развитие должно быть, и должна быть косметика хорошая, на которой ты работаешь, потому что в первую очередь люди смотрят не то, как ты создаешь внешне, а еще и тем, чем ты работаешь. Эльзара, помнишь ли ты свою первую работу?
Это были первые показательные работы с портфолио, с профессиональными фотографами. Да, это было, конечно, очень запоминающее. Тогда тряслись руки, не знали, что делать, где что найти, за что взяться. Ты вроде это все можешь делать, но это у тебя не сразу получается, потому что волнение, как бы, оно переполняет тебя и берет эмоции вверх. Эльзара, ну я вижу, что ты все подготовила. Да, у нас есть практически подготовленные готово. уже раскатанные рулетики. Мы сделаем сейчас сразу и один с фаршем мясной мужской, и с брынзой женской. Женский. Можно ли поэкспериментировать? Например, вместо брынзы добавить любую другую начинку? Конечно, можно добавить любую сладкую. Можно экспериментировать как хочется. Сюда можно добавить сыр, можно добавить сюда и помидоры. То есть этот рулет может быть как сладким, так и, в принципе, мясным, да, соленым. Тесто у нас постное, предназначено как бы для любого вида. Мы сейчас добавим еще сюда помидоры. Мне интересно, а в какой ты обстановке любишь работать? Это должна быть спокойная обстановка? Либо все так активно, чтобы развивалось, чтобы было шумно? Конечно Музыка же, играет? моя работа зависит от клиента в первую очередь. Бывают клиенты разные, бывают такие же, как я, активные, бывают такие, которые любят в спокойной обстановке, да, собраться. То есть они хотят поговорить по телефону, у них очень много дел, и при этом у них очень мало времени. Конечно же, моя атмосфера — это активность, это общение, узнавать человека изнутри, потому что именно это позволяет тебе понять, что именно хочет человек. Хотела бы тебе помочь, Эльзара. Да. Могу ли я выложить сюда также Да, вот помидоры? можно сколько хочется их сюда положить. Хорошо. Так, нам еще потребуется масло. Добавить Да, немного для конечно. сочности в каждый из рулетиков. Мы добавляем масло в наши рулетики. Какой макияж ты делаешь чаще всего? И всегда ли знает клиент, какой макияж ему необходим? Конечно, чаще всего девочки не знают, что бы им хотелось больше. Чаще всего это именно мои клиентки, они выбирают больше оттенки нюда, то есть макияж без макияжа, фрешевые подходы. Вот. И то есть он остается естественным. Здорово. Нам теперь нужно завернуть эти рулеты. Мгм. Каким образом мы их заворачиваем? Мы делаем это вообще вот просто, повторяйте просто за мной. Захлёст. Делаем первый захлест, в принципе, неважно, какой ширины он будет. И аккуратненько перекладываем еще раз. И если вот у нас остается там маленький захлестик, мы можем просто чуть-чуть перевернуть наш рулетик. Вот, допустим, в случае с брынзой, вот эти места можно сильно как бы не прищипывать, да, не закрывать. А в случае с мясом нам, конечно, желательно Чтоб немного сок эти не части вытек, да? прикрыть, чтобы не вытек сок. Да, и чтобы у нас не брызгало все по сковородке. Ну что, Эльзара, тогда мы идем к плите и будем жарить наши рулеты. Пройдем. Мы наливаем масло, да? Угу. Мы сейчас подождем, пока у нас немного подогреется масло, и перенесем наши рулетики уже на сковородку. Хорошо. А тем временем я бы хотела у тебя спросить. Эльзара, какие бы ты дала рекомендации молодым девушкам, которые хотели бы связать свою жизнь с миром декоративной косметики, с кистями? В первую очередь это выбрать преподавателя, того, который как бы импонирует по характеру, по настроению именно для тебя, для человека. И только в таком случае ты сможешь добиться каких-то успехов, потому что именно благодаря преподавателю ты прочувствуешь эту профессию изнутри, да? Научишься играть красками, передавать свои чувства и научиться понимать человека и клиента своего. Я согласна с тобой. Большую роль играет преподаватель, ведь Да, он играет. является наставником, источником информации. Занятия они дают больше знаний и ставят руку тебе немного по-другому, но, опять же, коллективные занятия, в них тоже есть огромный плюс, потому что там ты видишь достижения твоих, да, девочек, которые тоже этому обучаются, и благодаря этому ты либо идешь вперед, либо останавливаешься, либо для себя находишь, да, какую-то середину. Но на индивидуальных занятиях ты можешь себе поставить руку и научиться работать с косметикой, той, которой, как бы, может быть, ты на коллективных не научишься этого делать. Ну и плюс на коллективных ты смотришь на других девчонок, Да. на других мастеров, учишься на их Учишься. ошибках. Да, на своих. как бы да. Наше масло уже подогрелось, мы можем переносить наши рулетики. Хорошо, давай, я Для тебе подарка. помогу. Сколько времени мы ожидаем? Все зависит от температуры сковороды, нагретого масла. Конечно, мы будем смотреть, насколько румянисто оно будет получаться. Ну, думаю, у нас все Неправильно. получится, и будут они красивенькие, сочные и вкусные. Да, и мы сможем пожелать всем приятного аппетита. Обязательно.
пришло время наши рулетики нам перевернуть на другую сторону. Мгм. Запах неимоверный. Приятно пахнет. Хотела бы тебя спросить, любишь готовить? Да, я очень люблю готовить. А давай так, топ-5 любимых блюд. Шурпа, Мгм. картофельный соус, сарма, чебуреки, рулетики, В общем, все. А что ты готовишь чаще всего? манты. Манты, Я, кстати, да. забыла за них сказать. Манты самое главное, и мы упустили. Эльзара, человек ты не только творческий, но также являешься создателем и творцом красоты. А красота, между прочим, это страшная сила. Расскажи о трендах макияжа и прически. Тренд макияжа и прическах ежегодно меняется, и определенно в разное время тенденции меняются на красоту. Конечно же, как и у каждого мастера, да, своего дела, есть определенный свой подход к работе, и также и у визажистов он есть. То есть мы можем стремиться к тенденциям, но, конечно же, наша работа, наша классика определенная, она остается. То есть это связано и с макияжем, и с прическами. В данное время, конечно же, девочки любят больше, невесты, они больше любят сборные прически, которые продержатся очень долгое время, до вечера. Также и макияж, конечно же, они выбирают более выразительный, потому что к вечеру все равно все начинают уставать, и макияж как бы должен, да, держать лицо. Нет ничего лучше собственного стиля. я так считаю. Конечно. Я смотрю, наши рулеты уже Готовы. почти готовы. Мы можем Мы их можем перекладывать. перекладывать, да. Давай, я тебе помогу. Так, какие красивые поджаристые. Мы можем наши рулетики украсить красиво зеленью, нашей петрушкой. Можем взять несколько веточек, оторвать. Прошу. Можем теперь перейти к нашим салатикам. Вы можете взять, помочь мне огурчики нарезать. Я возьму помидор. Хорошо. Каким образом мы нарезаем огурец? Огурец можно нарезать полукольцами. Помидор? Можем просто не очень тонкими ломтиками порезать помидор. Хорошо. Эльзара, пока мы занимаемся данным процессом, я бы хотела у тебя спросить. Было ли у тебя желание все бросить, отказаться от всего и начать заниматься вообще абсолютно другими делами, так скажем? Поменять сферу деятельности? Именно в плане работы, да, и своего развития я, в принципе, всегда так и делала. То есть я начинала чему-то учиться, достигала определенной какой-то высоты, понимала, что это умею делать, но это как бы всегда было что-то не мое. И так я меняла свои работы и деятельности до тех пор, пока не столкнулась с деятельностью именно визажа и красоты, создания красоты для девушек. Я пересыпаю огурцы. Можно присыпать. Я возьму пока ялтинский лук. Нам его очень много не потребуется. Нарезать мы можем его очень тонко. Эльзара, в Крыму в этом году прошла вторая ежегодная школа лидерства. Что это такое? Расскажи подробнее. Знаю, что ты принимала участие. Меня пригласили туда. В этом съезде участвует активная половина, женская половина мусульманок, где они развивают сторону ислама больше, где они учатся чему-то новому, где они укрепляют свой иман, где они становятся крепче, и нам там помогают и отвечают на различные вопросы, которые собраны у нас в голове, потому что чаще всего у нас всегда есть какие-то вопросы, которые нас беспокоят, и нам всегда нужен на них правильный ответ и правильный подход. Почему именно школа лидерства? Какое отношение имеет вот слово лидерство к этому? Почему лидерство? Потому что чаще всего там собираются активные девочки-мусульманки, которые принимают участие в различных сборах, возможно, в каких-то благотворительных направлениях. Здорово. Обмен информацией, Да. объединение. Это все очень хорошо. Да. Мы перекладываем лук в нашу тарелку салата. Сейчас нам нужно подсолить и добавить зелени с маслом в наш салат. Проанализировав свою жизнь, что ты можешь сказать о достижениях? Есть ли такое достижение, которым ты гордишься? Это не обязательно из взрослой жизни, это может быть из детства. Так как я являюсь девушкой и девушкой мусульманской, конечно, для меня самым большим достижением было это выйти замуж. И я считаю, что пусть самое большое достижение в жизни каждой девушки мусульманской будет это выйти замуж, стать любящей женой, а после уже, если даст Аллах, стать любящей мамой. Здорово, я с тобой полностью согласна. Эльзара, задам тебе один из любимых своих вопросов. Кем ты видишь себя через 5 лет? Каким будет твое будущее через 5 лет? Мамой с 3 детьми. То есть семья, Для меня это тепло. Для меня, конечно же, самым главным это является моя семья и все то, что в моей семье. Конечно, работа, развитие в работе, это, конечно, все хорошо, но я как девушка, конечно, у меня немного мечты построены в направлении семьи, стать мамой,
и оставаться хорошей женой. Я думаю, Зара, что это верный путь. Дорогие телезрители, у нас получились такие замечательные рулетики. Готовятся они быстро и легко. И украсят они любой праздничный стол. Эльзара, что бы ты пожелала нашим любимым телезрителям? Конечно, хотелось бы пожелать красоты, добра и, несмотря ни на какие ситуации, оставаться на позитиве, улыбаться, оставаться добрыми и, конечно же, уважать друг друга и проявлять большое терпение, ведь это очень важно в жизни. Чох Сау, замечательные слова. Очень была рада тебя видеть сегодня у нас в гостях. Ты рассказала нам очень много интересного о своей жизни, о карьере, обо всем. Аллах разы olsun, siz de çok sağ olun. А вам, дорогие телезрители, желаю счастливого и удачного дня. Это была программа «Софраға бұйырыңыз». Көрішкенше, аштат болсын.